Основные работы по линейной части газопровода «Сила Сибири» выполнены. Продолжается строительство сопутствующих объектов. Так, в Алданском районе строят линейно-производственное управление. Этот объект будет отвечать за безаварийную и безостановочную эксплуатацию газопровода. Также на территории будет все необходимое для комфортного проживания персонала. Это общежитие, столовая, спортивно-оздоровительный комплекс, собственная котельная. Не менее важный объект в Алданском районе – компрессорная станция номер 4. Она первая из тех, которые будут построены в Якутии. Названа имени Ивана Москвитина в честь казаков, которые осваивали Восточную Сибирь. На данном объекте будет задействовано и построено 4 агрегата мощностью по 16 мегаватт. Уралы от отечественного производства, общая суммарная производительность 64, соответственно. В составе объекта будет находиться общежитие на 100-150 человек, задействованного в эксплуатации этого объекта. Соответственно, не только компрессорные станции, но и приграничных линейных участков, соответственно. Здесь будет вся инфраструктура для этого выполнена. А в Нерюнгринском районе также возводят линейно-производственное управление. Готовность объекта 68%. База будет готова в третьем квартале следующего года. На данном объекте уже сегодня сформированы полностью здания и закрытые тепловые контура на административно-бытовом корпусе, на столовой 50 мест, на общежитии на 150 мест. И заканчивается закрытие теплового контура у нас спортивного комплекса. Вот, это будет большой спортзал, значит, который в себя включит мини-футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное. Напомню, в мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа. Транспортировать его будут из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Договор предполагает поставку в КНР 38 миллиардов кубических метров газа в год.